Так, добрый вечер. Спасибо, что пришли. Вот я взял в библиотеке УДГУ один из романов Ирвина Шоу. И посмотрите, какая потрепанная книжка, да? Вот. Если даже издалека посмотреть. Вот разворот. В последние годы, когда я беру книги в библиотеке, обычно они такие новенькие, нетронутые, мало прочитанные. А Ирвин Шоу – это писатель, которого издание 91 года, но видно, что его читали очень-очень много раз. Вот Ирвин Шоу – это писатель-беллетрист, массовый писатель для массового читателя. И критика его часто относила к писателям второго ряда. Но, тем не менее, как мне кажется, это не совсем справедливо. И в американской массовой литературе она примечательна тем, что в ней раскрываются основные ценности американской культуры. И поэтому я назвал тему сегодняшнего выступления «Американская мечта и американская трагедия». Сначала я расскажу вступительную часть кратко о тех произведениях, которые написал Ирвин Шоу. Потом раскрою понятие «американская мечта». У вас у всех наверняка есть определенное представление об этом понятии. Я его попытаюсь расшифровать более детально, приводя примеры из произведений Ирвина Шоу, а потом более подробно расскажу про персонажей из двух его романов. Это вот роман «Богач-бедняк» и «Ночной портье». В принципе, «Круг света» – это вот квинтэссенция проблемы, которая возникает из вот соотношения американской мечты и американской трагедии. Ирвин Шоу. Писать он начал еще до войны. В 1936 году его пьеса была даже переведена на русский язык. Вот он в России известен очень давно. Ну и опять-таки, по состоянию вот этой книги вы понимаете, что это писатель, который входит в перечень, я это называю советский канон. То есть, когда писатели на Западе, английские или американские, на своей родине известны, но такой средней известности. А, например, Голсуорси в Советском Союзе, у советской интеллигенции был культовым автором. Джек Лондон, любимый писатель Владимира Ильича Ленина. И похожая история была с Ирвином Шоу. Всего он написал 12 романов. Вот это список его произведений, первая половина. Первый роман вышел в 1948 году. Это был первый роман его, до этого он писал рассказы и пьесы, по материалам своего участия во Второй мировой войне. Он принял участие в войне и написал первый роман об этой войне. 3 романа почти одновременно вышли в американской литературе, посвященные этой теме. Это Норман Мейлер «Нагие и мертвые», Джеймс Джонс «Отныне и вовек» и «Молодые львы» Ирвина Шоу. В чем сходство было этих 3 романов? Они рассматривают войну, в частности Ирвин Шоу, как экзистенциальный опыт. Это не исторические произведения, это не приключенческие произведения, во что постепенно потом вылилась трактовка этой темы в американской литературе. А это позиция именно связанная с философией экзистенциализма. Название сложное, но на самом деле вы хорошо знакомы с этой философией, потому что «Молодые львы», «Нагие и мертвые», «Отныне и вовек» очень похожи по трактовке темы войны лучшими представителями советской литературы о войне. Так называемая лейтенантская проза. Это Григорий Бакланов, Борис Васильев, Юрий Бондарев и особенно белорусский писатель Василь Быков. Вот манера примерно такая же. Это описание опыта войны с точки зрения личности. Не с точки зрения участия в исторических событиях, не с точки зрения хода боевых действий, а именно личностно пережитый опыт,
американцы это начали первыми. Значит, и «Молодые львы» считают самым лучшим произведением Ирвина Шоу, а дальше, как отмечает критика, он начал эксплуатировать свой талант, но, слава богу, было ему что эксплуатировать, талант рассказчика. И он пишет очень увлекательные истории. Вот к такого рода историям относятся следующие произведения: «Растревоженный эфир», «Люси Краун», «2 недели в другом городе», «Голоса летнего дня». «Богач-бедняк» – это самый большой по объему роман Ирвина Шоу. Вот это сокращенный вариант. Там некоторые главы опущены, некоторые части в главах опущены. Почему? Потому что это произведение представляет собой семейную сагу по образцу произведений Максима Горького, того же Голсуорси, сага о Форсайтах. Описана семья, примерно 3,5 поколения в первой части, и есть еще продолжение «Нищий вор», где описано третье поколение, судьба третьего поколения. И самое главное, хронологический период очень большой, это середина 40-х годов, конец Второй мировой войны, до начала 60-х, до конца 60-х. И далее, видите, он писал романы практически до смерти: «Вечер в Византии», «Ночной портье», «Нищий вор» – это сиквел романа «Богач-бедняк», «Вершина холма», «Хлеб по водам» и «Допустимая потеря». Как правило, эти романы в переводах на русский язык выходили в серии «Мастера остросюжетного жанра». Потому что если вы почитаете роман, например, «Ночной портье», это такой триллер классический. Очень увлекательный, очень остросюжетный, с очень динамичным сюжетом. Вот. Если почитать эти произведения, то можно заметить следующие мотивы. В романе «Богач-бедняк» отец главных героев владелец пекарни. И вот у него очень давно возникла идея: а что если положить стрихнин в одну из булочек, которые он продает своим покупателям? У него нет какой-то ненависти к определенным людям, к определенному человеку. Он не хочет отравить кого-то конкретно. Он, как здесь сказано, да, для смеха. Кому достанется. Вот. И вот это мотив, который встречается в произведениях, очень часто в произведениях Ирвина Шоу. Везение, невезение. Цитата из романа «Ночной портье». «Господствует случайность. Бросишь ли игральные кости, откроешь ли карту. Впредь следует, подобно игроку, полагаться лишь на свою удачу. Быть может, у меня характер игрока, судьба теперь подтолкнула меня, и я сумею найти новый путь жизни». В английском языке есть два слова, которые описывают удачу. Да, luck, обычно говорят удача, но в английском языке есть уточнение. Хорошая удача – это везение. Good luck. И невезение – это bad luck. И что мы обнаруживаем? Например, в романе «Богач-бедняк», я об этом позднее скажу, героям фатально не везет. Вот у них вроде бы жизнь уже налаживается, все уже хорошо, и вдруг происходит что-то такое, что в корне ухудшает их жизнь. Роковая случайность. Другой пример положительный. В «Ночном портье» весь сюжет состоит из счастливых случайностей. Герой случайно находит 100 тысяч долларов. Герой потом случайно теряет. Там уже не 100 тысяч было, там 75 тысяч долларов. Тоже так же случайно. Вот в произведениях Ирвина Шоу, и это придает динамику сюжету, присутствует этот мотив. Как он связан с американской мечтой, я позднее раскрою. Второй мотив – болезнь. Болезнь присутствует во многих произведениях художественной литературы, и не только в американской. Но чем примечательна трактовка темы болезни
в американской литературе и, в частности, в романах Ирвина Шоу. Болезнь – это категорическое невезение. С чего начинается роман «Ночной портье»? Молодой человек занимается любимым делом. Он летчик. И, о ужас, врач обнаруживает, что у него болезнь глаз, и его отстраняют от полетов. Он теряет право водить самолет. И вот до этого все было хорошо, тут наступила болезнь, и это бедствие, катастрофа, несчастье, невезение. Как это можно трактовать? Следующий мотив. Собственно говоря, это главное, что присутствует в произведениях Ирвина Шоу. Люди думают только о деньгах. Все романы посвящены деньгам. Деньги занимают в этих произведениях очень-очень важное место. При этом деньги, как у меня здесь написано на слайде, фетишизируются. То есть там речь обычно идет о конкретных суммах, иногда о конкретных купюрах, об отношении именно деньги как некое воплощение, некая ценность, которая имеет большое значение для мировоззрения людей, для их судьбы, принятия их решений. Вот. Ну, например, Гретхен Джордах, это героиня романа «Богач-бедняк», вступила в добрачную связь с одним богатым джентльменом. Получила она от него за это $800. И вот эта пачка купюр $800, она будет в течение романа еще несколько раз появляться. Ее будут прятать, ее будут перекладывать в другое место. Причем места будут знаковые. Гретхен прячет эти $800 в томике Шекспира. И вот в зависимости от того, в какую комедию или трагедию эти $800 положены, между страницами какой пьесы, понятно, это положила Гретхен или это переложила ее мать. В подтексте понятно, что мать хотела сказать. Когда она перекладывает по названию пьесы, можно догадаться, что она хотела этим сказать. $5000 – это была взятка, которую дали за преступление младшего брата Гретхен, Тома. Эти $5000 предназначались для получения образования Рудольфа, это брат Тома. И потом эти $5000 все время несколько раз опять-таки всплывают в произведении. То есть это такая фетишизация. Похоже на то, как фетишизируется Шинель в рассказе Гоголя. Это не просто деньги, это не просто материальная ценность, это нечто еще большее. Причем эти деньги, как правило, не как правило, но часто так называемые легкие деньги, easy money. То есть когда вы их получаете просто так. Очень много и просто так. Например, в романе «Ночной портье» герой нашел такую емкость, тубус с набитой $100 купюрой. И дальше рассказывается, как он будет себя вести по отношению к этим деньгам. И эта сумма будет основным сюжетообразующим элементом в этом произведении. Зациклено на деньгах. То есть герои произведения Ирвина Шоу, особенно романы, и персонажи зациклены на деньгах. Грубое физическое насилие. Вот. Ну, кто начал смотреть советскую экранизацию, помнит, да, одна из первых сцен – это ужасная драка, в которую ввязывается Том Джордах. В произведениях Ирвина Шоу люди друг друга постоянно бьют. Они по отношению друг к другу постоянно совершают акты физического насилия, акты жестокости. Именно физически. Причем могут друг друга попытаться убить не получилось, потом становятся хорошими друзьями. Вот. Это происходит, например, в романе «Ночной портье». Причем убивали за дело, но потом решили все-таки договориться. Но вот это вот насилие, жестокость присуща, она такая обыденная в произведениях Ирвина Шоу. Да, то есть это не какой-то из ряда вон выходящий акт, а это именно то, к чему люди прибегают постоянно.
Кроме того, что фетишизируются деньги, деньги и материальный успех обязательно эстетизируются. То есть, если у вас есть деньги, появляются деньги, то у вас рядом обязательно появляется красивая женщина. И наоборот, чтобы у вас появилась рядом красивая женщина, у вас должно быть много денег. Это очень четкая взаимосвязь. И, как правило, ближе к концу романа, когда у героя деньги появляются, или когда герой пытается деньги заработать, но жизненный минимум он уже заработал, появляется тема искусства. Живопись, картины начинают покупать на свободные деньги, пытаются ставить фильмы или спектакли. В общем, обязательно есть элемент вот этой деятельности в рамках искусства. Как элемент, атрибут материального успеха. То есть богатство обязательно эстетизируется. Кто знаком с произведением американского писателя Фицджеральда «Великий Гэтсби», вот это произведение тоже строится на мотиве эстетизации богатства. Молодому человеку, чтобы завоевать любовь любимой женщины, нужно показать, что у него очень много денег. В процессе очень жизненно, в общем, опасных, угрожающих жизни испытаний, которые выпадают на долю героя, он заново переоценивает свое отношение к семье. Несмотря на то, что это книги жестокие, несмотря на то, что это книги, связанные с индивидуализмом, я еще об этом тоже расскажу. Это книги, в которых обязательно фигурируют семейные отношения, и эти семейные отношения оказываются, приобретают очень важную, ценную значимость для героев. При этом семья выступает одновременно в двух ролях. Первое. Семья – это ужасное место. Это общество людей, где нет любви, а есть только ненависть. Иногда открытая, иногда скрытая. В общем, ничто так не угнетает человека, как его родители, как его братья и сестры. Обычно с этого начинается роман. И, как правило, говорится о том, ну вот у меня где-то был брат, я его лет 15 не видел. Потом с моей жизни произошло что-то экстремальное, экстраординарное, и мне почему-то этот брат понадобился. Как это происходит в романе «Ночной портье». То есть, когда человек совершает что-то, определяющее его идентичность, раскрывающее его натуру, обязательно появляется тема семьи. Поэтому семья, с одной стороны, отторгается, она такие антисемейные произведения, а с другой стороны, родственники – это те, без кого обойтись нельзя. И поэтому в романе «Богач и бедняк» сначала братья и сестры Рудольф, Том и Гретхен друг с другом ссорятся, живут по отдельности, потом спустя 10 лет они опять встречаются, и потом оставшаяся часть романа уже поддерживает друг с другом отношения. То есть семья, с одной стороны, отвергается, с другой стороны, вот такая диалектика. Это то, без чего обойтись нельзя. Это очень семейные книги. Герои в романах Ирвина Шоу занимаются поиском себя. Что такое поиск себя в американском варианте? На одной из конференций, когда обсуждалась разница между европейским представлением о человеческой судьбе и американским представлением о человеческой судьбе, там прозвучала фраза, которая такое ключевое отличие фиксирует. В Европе, в том числе в России, главный вопрос, на который ищет ответ человек – кто я? Да? В Америке вопрос, на который ищет ответ человек – кем я могу стать? Да? То есть европейский вариант – это статика, такое статичное представление о себе, а американский вариант – как я могу измениться.
Поэтому в произведениях Ирвина Шоу у нас показано, как люди постоянно меняют свою жизнь. Куда-то переезжают, меняют профессию, разводятся, женятся. Они постоянно ищут себя. Это и добавляет динамизм его произведения. При этом поиск себя, как я сказал, да, what can I do? Что я могу сделать? Кем я могу стать? Это обязательно поиск какого-то рода занятия. Это что я должен делать, что я буду делать. При этом это занятие должно быть таким, чтобы оно доставляло мне удовольствие. Если вы занимаетесь чем-то, неважно, какой доход это вам приносит, но если вы не получаете от этого удовольствия, то нужно что-то менять. Ну, например, Том Джордах в романе «Богач и бедняк» осуществил свою мечту. Он стал владельцем, капитаном яхты, которая совершает круизное плавание в Средиземном море. То есть, смотрите, речь не только о том, чтобы у тебя было очень много денег, а речь идет о том, что ты будешь делать, когда у тебя будет много денег. Да? Вот эта деятельность даже присутствует в произведениях. И последний мотив, который, я скажу, типичен для американской литературы, и Ирвин Шоу не исключение в этом отношении, это ужасная женщина. Галерея ужасных женщин, галерея отрицательных женских персонажей. Вот. Это те женщины, которые пытаются разрушить жизнь мужчин, правда, у них это иногда получается, иногда нет. Ну, например, в романе «Богач и бедняк» очень сильно подвела Рудольфа его жена Джин. Почему она подвела, как это получилось, я чуть позднее расскажу. Жена Тома Тереза тоже та еще, в общем, тварь, да? Там можно порезче применить слова. Вероника, дочь Колдервуда. Дочь Колдервуд – это работодатель Рудольфа, и Вероника без памяти влюблена в Рудольфа, и это создает проблему для Рудольфа. То есть женщины воспринимаются как что-то не всегда, но на одну хорошую женщину 3 плохих. Вот такое соотношение. На один положительный персонаж женский, как правило, 2 или 3 отрицательных. Вот. Ну, понятно почему. Вот. Значит, черты поведения, которые присущи женщинам в произведениях Ирвина Шоу, по ним видно, да, какой тип поведения здесь поощряется в Америке, в американском стереотипе поведения, а какой осуждается. Во-первых, это импульсивность поступков. То есть действия не по плану. Вот почему Рудольфу мешает влюбленность Вероники, потому что у Рудольфа есть четкий бизнес-план, он такой очень правильный молодой человек, и влюбленность Вероники эти планы нарушает. Импульсивность, то есть нерациональность. А я так захотела. Алкоголизм. Очень часто в американской литературе у нас женщины страдают алкоголем. Это мужчины тоже, но примерно поровну. Да, то есть, и у женщин это выглядит, изображается более ужасно. Расточительность. Да, они нерационально тратят ресурсы, деньги. И безответственность, легкомыслие в отношении семейных и общественных обязанностей. Вот такими изображаются женщины, отрицательные персонажи, отрицательные женские персонажи в произведениях Ирвина Шоу. Если мы применим к этому перечню негативных качеств терминологию христианской этики традиционной, то это можно назвать грехи несдержанности. То есть, когда природа человека не обуздана, не усмирена, и поэтому это приводит к неправильным, злым, греховным поступкам. Это по Данте. Первая часть ада – это грехи несдержанности.
Пример. Цитата из романа «Богач-бедняк». «Нью-Йорк истеричен», — сказал Бойл. «Он похож на неудовлетворенную психопатку». Здесь я в скобках написал «Москва слезам не верит». Вот обратите внимание, когда герою нужно описать негативные качества города, то он называет его город женщиной. Ну, в английском языке рода нет, поэтому там это довольно просто делается. То есть это место, где очень много людей, поэтому оно эмоционально перенапряжено, и поэтому, по версии этого персонажа, он похож на истеричку. Хотите что-то плохое сказать про город, сравните его с женщиной. Женщина истерична. То есть используйте именно этот образ. Вот это мотивы, которые встречаются в произведениях Ирвина Шоу. Что такое мотив? Я поясню особенность этого термина литературоведческого. Мотив – это элемент сюжета. Вот то, что заставляет двигаться сюжет. И дальше я вам объясню, почему в произведениях Ирвина Шоу вот эти мотивы присутствуют и какое они имеют отношение к американской мечте. Теперь, что такое американская мечта? Я вам сейчас покажу несколько картинок. Вот. Американская мечта. Угадайте, как я их смог найти. Запрос американская мечта. Где? В Гугле. Да, Google картинки. Вот из первого десятка картинок, которые вышли на слово «американская мечта», причем в русском варианте, это вот такие картинки. Смотрите. Молодой мужчина, красавица жена, двое детей, катер, семейный праздник. Понятно, да? То есть это образы, которые показывают, во-первых, семью богатую, потому что катер есть. Во-вторых, здесь у нас, скорее всего, зарабатывает хорошо мужчина, муж, и у него красавица жена и двое детей. Ну, классический вариант, конечно, жена должна быть блондинкой, но с конца 19 века, после изобретения перекиси водорода, это уже не так принципиально. А изначальный вариант должен быть именно светлые волосы. Обязательный элемент американской мечты – это свой отдельный дом. Там вот был катер, здесь отдельный дом. Да, и вот это все три образа здесь представлены на этой картине. Автомобиль очень дорогой, мужчина, у которого реализовалась мечта, красавица жена и супер. Нет, это все-таки гость. Да. В общем, должен быть свой отдельный дом. Здесь он возвращается с работы. Свой дом отдельный, его встречают люди. Вот это стандарт, что такое американская мечта. Карьера, банковский счет, дорогая машина, отдельный дом, жена красавица, желательно блондинка, и дети. Откуда взялся этот набор элементов американской мечты? Американская мечта состоит из 4 ценностных комплексов, которые легли в основу понятия американская мечта. Вот то, что здесь вы сейчас видите, это такой продукт массовой культуры, такой вульгаризированный вариант американской мечты. А изначально основой этого понятия были следующие концепции. Протестантская этика, идея просвещения, концепция доверия к себе, по-английски self-reliance, и фронтир. Не все слова понятны, но сейчас я вам про них расскажу. И
свяжу это с теми мотивами, о которых я говорил чуть раньше. Протестантская этика. Бог не играет в кости. А если играет в кости, то его кости налиты свинцом. Принципиальное отличие протестантизма от православия и католицизма, в этом пункте католицизм и православие полностью совпадают, состоит в том, что допротестантские религиозные учения, католики и православные, руководствуются понятием свобода воли. То есть, согласно этой концепции, человек в течение своей жизни совершает хорошие или плохие поступки, и в зависимости от того, что он выбирает, добро или зло, реализуя свою свободу воли, он после смерти попадает либо в рай, либо в ад. Логично и справедливо. Что сказал сначала Мартин Лютер, а потом Жан Кальвин? Бог заранее знает, кто спасется, а кто будет проклят. Бог заранее знает, кто попадет в рай, а кто попадет в ад. Поэтому в протестантской версии все заранее предопределено. Все люди разделены на неравные части. Меньшая часть – это избранные. Матрицу помните? Ты избранный. Да. По латыни «sancta electus». Вот. Если вы относитесь к этой категории, все, что бы вы ни делали в жизни, вам гарантирован билет в рай. Вам гарантирована вечная счастливая жизнь. А что со всеми остальными? Ну, повежливее их называют пропущенные, претеритные. А есть другие, менее вежливые обозначения этой категории людей. Обратите внимание, я сейчас буду называть слова, и некоторые из них, большая часть из них, это слова, связанные либо с латинскими корнями, либо с английскими корнями. Вот это кто у нас? Это неудачники, это лузеры, это аутсайдеры, это маргиналы, ну или, как сейчас принято говорить, альтернативно одаренные. Да? То есть это все остальные. Вот эти неудачники, они обречены. Что бы они ни делали, они все равно после смерти попадут в ад. Почему? Потому что Бог не играет в кости, Он заранее знает, кто на что способен. А если играет в кости, то его кости налиты свинцом. Отсюда вот этот мотив везение-невезение. Если ты относишься к этой категории, тебе все равно не повезет. Что бы с тобой ни происходило, какие бы подарки, якобы подарки ты не получал, ты все равно останешься неудачником. Отсюда трактовка темы болезни. Что такое болезнь? Болезнь указывает на то, что вы относитесь к этой категории, что вы неудачник. Поэтому американцы так боятся заболеть. Дело не только в том, что у них медицина дорогая, а дело в том, что это означает, что ты оказался вот в этой категории. Вы на этих картинках видите больных людей? Да, если вы больны, то вы в эту картинку уже не вписываетесь. И мы с вами, кто-то на своей шкуре, а кто-то как свидетель, да, со стороны, знакомы с принципом работы этой доктрины. Вот. Ну, у нас в современной России на этой же логике построена система ЕГЭ. Это элемент системы образования, который скопирован из американской системы образования. Вот. В чем отличие системы образования? Какая главная претензия к ЕГЭ? Помните? Не воспитывает, да? Не формирует творческую личность, не способствует формированию творческой личности. А вас никто не собирается воспитывать, и никто из вас ничего не собирается формировать. Здесь вам не Сухомлинский и Макаренко. Здесь подход жесткий. Система ЕГЭ – это один из вариантов
отделение вот этих от этих. Надо отделить умных от глупых. Для умных создать лучшие условия, а для глупых пусть они варятся в собственном соку. Да. Американская система образования построена именно на этом. Когда есть система таких фильтров, которая отсеивает наиболее способных и предоставляет им лучшие условия. У нас ЕГЭ это один из таких вариантов. Да. И вот с этим справляется ЕГЭ более или менее. Да? Он отделяет вот эти умные, эти глупые. Вот с этим он более или менее справляется. Теперь, а как определить, удачливы вы или нет? Очень просто. Если у вас на банковском счету есть $1 000 000, значит вы кто? Вы избранный. А если нет, значит вы неудачник. Вот. Почему? Потому что людям заранее не дано узнать, к какой именно категории человек относится. Это проявляется в ходе его жизненного пути. Если в жизни у человека все удается, значит Бог его любит. Да? Название романа «Богач-бедняк». Если ты перестал быть бедным и стал богатым, значит ты избран. Если тебе так и не удалось стать богатым, значит ты проклят. Ты пропущен, про тебя забыли. Вот. Отсюда для протестантизма характерен культ материального успеха. Изо всех сил надо показывать, что у тебя все хорошо. Что ты здоров, что ты молод, что у тебя прекрасная семья, что у тебя много денег, да? Достаточно средств, чтобы себя прокормить. Правда, материальный успех засчитывается только при соблюдении двух условий. Первое, если вы занимаетесь тем делом, для которого вас предназначил Господь Бог, а в русском языке это называется призвание. Похожее слово в немецком языке «беруф». «Беруф» означает профессия. Но если мы разберем по составу это слово, то обнаружим корень глагола «руфен» – «звать». Кто же такой нас позвал, чтобы заняться этим родом деятельности? Это Господь Бог. Он вас предназначил для этого. Вот это предназначение называется призвание. Если вы занимаетесь тем делом, которым вы предназначены, вы добьетесь на этом пути успеха. Если вы не для этого не предназначены, вы станете не хорошим сапожником, а очень плохим банкиром. Надеюсь, что банкиром вы заработаете больше денег, но если это не ваше, то вы разоритесь. Отсюда помните мотив. Занятие должно предоставлять удовольствие. Ну и по возможности этот успех должен быть достигнут честными средствами. Что такое честные средства? Читайте в романе «Ночные портье», я об этом романе еще расскажу. И отсюда возникают проблемы, которые связаны с таким вниманием к понятию успеха. То есть, если вы живете в обществе, где все стремятся к тому, чтобы быть успешными, у вас появляется зазор между, первая тема, это каким образом вы добились этого успеха. Например, Аксель Джордах в романе «Богач-бедняк», чтобы перебраться из Германии в Америку, убил человека. В итоге он смог обосноваться в Америке. Но в основе этого успеха убийства. Гретхен, как я уже говорил, получила $800 и деньги для того, чтобы начать новую жизнь в Нью-Йорке, благодаря связи с местным богачом Теодором Бойлом. $5000, которые семья копила для того, чтобы Дуглас поступил в университет, были потрачены на то, чтобы выкупить из тюрьмы его младшего брата Тома. И поэтому, чтобы Рудольф смог получить образование, деньги опять дал Теодор Бойл. И деньги, которые были найдены Дугласом Граймсом в романе «Ночной портье». Там человеку просто удалось найти $100 000. Теперь вспоминайте
большое количество американских фильмов, в котором герои почему выиграли в лотерею большие деньги, и как плохо для них это закончилось. Почему? Потому что если вы добились успеха с нарушением вот этих двух условий, то этот успех не считается. Вот. Поэтому у американских миллионеров все дети работают с 16 лет. Не потому, что им есть нечего, а потому что то, что папа заработал, это не считается. Ты попробуй, заработай сам. Должен заработать сам. И лицемерие. Так как все стремятся к успеху, который четко считывается, у нас в обществе возникает двойная мораль. Главное – произвести впечатление, что у тебя все хорошо. Главное – произвести впечатление успеха. Да? В социальных сетях у нас, у людей все прекрасно. Да. Все прекрасно, почему? Потому что это та коммуникация, которая сформирована под влиянием массовой культуры, а массовая культура у нас американизирована. Вот. Цитата из романа «Богач-бедняк». У Рудольфа был единственный талант – всем нравится. Всем нравится. То есть уметь производить впечатление. Сокамерник Тома Джордаха в тюрьме объясняет этому своему приятелю: есть одна вещь, которая приводит меня в отчаяние, это лицемерие. Лицемерие – вот язва, разъедающая душу американцев. Да, это, говорит, очень близко к сердцу, я воспринял эту реплику. Это, говорит, профессор, которого увольняют из университета в годы маккартизма за то, что он упоминал Маркса в курсе экономики, который читал. Вот. И Рудольф, он говорит, ну вот, не все такие студенты, как вы, а нынешние вот такие. Начало 50-х годов. И круг света. Ну, я сказал, что круг света – это квинтэссенция протестантской этики, да, американской культуры. Цитата. Вы даже представить себе не можете, сколько счастливчиков на первый взгляд живет вокруг. Всех возрастов, размеров и вероисповеданий. Они ходят, демонстрируя миру свои улыбающиеся физиономии. Они пожимают друг другу руки. Они отправляются по утрам на работу и целуют своих жен на станциях при возвращении. Они поют на вечеринках. Они не забывают положить деньги в церковные кружки. Они произносят речи на заседаниях родительских советов о том, как надо воспитывать молодое поколение. Они любят своих родственников и крестят своих детей. Они все делают вид, что они знают, что делают, чего хотят и куда идут. Он снова засмеялся своим дребезжащим смехом. Но весь вопрос в том, кого они хотят обмануть. Кого я хочу обмануть. Взгляните на меня. Самый большой дом в округе, самая красивая жена. Могу с законной гордостью сообщить, что десяток мужчин в округе имели на нее виды. Она ни разу даже брови не повела. 3 детей и так далее. И дальше он описывает свою жизнь, рассказывает о своей жизни и говорит о том, что все это счастье на показ. Это счастье фальшивое, это счастье, у которого нет внутренней сущности. Для того, чтобы определить, кто плохой, кто хороший, кто избран, а кто неудачен, в произведениях, которые пишут люди, находящиеся в рамках протестантской этики, помещают своих героев вот в такие ситуации. Человек попадает в очень сложную, экстремальную ситуацию, демонстрирует, проявляет свои лучшие, сильные качества и в конце обязательно достигает успеха. Если он не достигает успеха, значит он относится как неудачник. Если достигает, значит он избран. Какие это могут быть испытания? Выигрыш в лотерее, большой суммы денег. Найденные $100 000 в номере отеля. Болезнь глаз. Это все испытания, которые
проверяет, с помощью которых Господь проверяет, избран ты или нет. Вернее, Господь-то знает. Это ты сам себя проверяешь. Поэтому все события, которые происходят в жизни людей, экстремальные, трактуются именно как испытание, как проверка. Вот. В финале поэтому обязательно есть свадьба. Почему? Потому что это вариант инициации начала взрослой жизни. Человек прошел эти испытания, становится взрослым, состоявшимся, и поэтому в финале американских фильмов и в финале многих книг и шоу у нас происходит свадьба. Веселые, не хмурые, вернемся по домам, невесты белокурые, награды будут нам. Вот. Но почему жена должна быть блондинкой? Кратко поясню. Голубые глаза – это цвет неба, светлые волосы – это цвет крыльев ангела. Поэтому, когда вы поняли, что вы избран, вы уже в раю. Элемент райской жизни – это красавица блондинка. Поэтому в каноническом варианте должна быть голубоглазая блондинка. Если вы попадете в рай, то вот рай для вас здесь уже есть определенный элемент, атрибут этого рая. И поэтому сверхблагополучная семья, комфортное жилье, прекрасная работа, вы уже в раю, раз вы избраны. Идея просвещения. Термин Джона Локка, табуля раза. Кто знает, как переводится на русский язык? Белый лист. Чистый лист. Согласно этой концепции, мы с вами появляемся на свет как чистая доска. И то, чем мы с вами станем позднее, определяется тем, какой опыт мы приобретем в ходе нашей жизни. Понятно, да? Поэтому начинать книгу нужно с какого события в жизни персонажа? С рождения. Но в крайнем случае с того, как он воспитывается в семье. Отсюда семейная тематика, мотив семьи в произведениях Ирвина Шоу. Опять-таки к системе образования. Система среднего образования, начиная с 18 века, с эпохи просвещения, она поэтому так и называется, предполагает, что школа – это институт, противопоставленный и враждебный семье. На чем основана система среднего образования и начального? Она основана на том, что ребенка после достижения определенного возраста, чем раньше, тем лучше, нужно изъять из семьи и переместить его в специальное учреждение, которое отличается тем, что на его чистой доске в этом месте будет написан правильный опыт, правильные знаки. Понятно, да? Поэтому у нас Пушкина отправляют в лицей, и он воспитывается в лицее, в специально изолированном месте, для того, чтобы он там сформировался как отдельная личность. Вне семьи. И отсюда у нас такие напряженные отношения между родственниками, особенно между детьми и родителями. Потому что когда дети начинают приобретать опыт, то этот опыт в корне расходится с тем опытом, который ему пытаются привить родители. Это и происходит, например, в романе «Бокач-Булак». И семейная сага отсюда, да? Описание жизни семьи – это то, как человек сначала опыт семейный приобретает, а потом как он его преодолевает, потому что это неправильный опыт. Другой элемент идеи просвещения уже сугубо американский. Это цитата из одного документа. Кто-нибудь знает, какой? Американская конституция. Нет. Помощнее. Близко, но помощнее документ. Вот. Еще важнее. Еще важнее. Жизнь, свобода и стремление к счастью. Это Декларация независимости, которая была подписана 4 июля 1776 года и которая лежит в основе тех документов, которые вы сказали. Конституция была чуть позднее, в 1787 году. Билли права еще позднее.
Вот я выделил жирным шрифтом стремление к счастью. То есть социальная система должна быть устроена так, чтобы человек в этой системе был счастливым. Поэтому помните, кроме того, что человек, чем-то занимаясь, получает удовольствие, потому что он занимается этим, осуществляя волю Бога, он еще и следует идеям просвещения, согласно которым человек должен быть счастливым. Критерий успеха в американском романе – счастлив он или несчастлив. Pursuit of happiness. Вот слово happiness для юридических документов, оно довольно необычно, но оно является частью официального документа, который лежит в основе американского образа жизни. Но, а как мы понимаем счастье? Вот с этим и связана американская трагедия. Дело в том, что в течение всего 20 века американские писатели будут с сожалением об этом говорить. Для подавляющего большинства людей счастье – это не творческая самореализация, не духовное развитие, а вот эти вот цацки, да? Машина, клюшки для гольфа, отдельный дом и так далее. Поэтому то, что вы сейчас видите на картинке, это вульгаризированный вариант вот этой концепции стремления к счастью из Декларации независимости. Что стало с нашей страной, об этом пишет Теодор Драйзер в одноименном романе «Американская трагедия». К чему это все свелось? Как люди все упростили, как они все сделали примитивно. Современные американцы. То есть эти авторы не осуждают, не отвергают понятие «американская мечта», но они говорят, что она слишком упростилась. Сам путь правильный, но мы идем, стремимся к этой цели негодным средством. Третий элемент, третья составляющая американской мечты. Ральф Уолдо Эмерсон – это самый известный философ в американской культуре. Самый известный. В России он менее известен, но для американцев это культовая фигура. Основатель трансцендентализма. Автор эссе. Главный жанр, в котором он творил, это эссе. Так вот, одно из эссе называется «Доверие к себе». По-английски self-reliance. Ну, очень кратко. Согласно Эмерсону, весь мир у нас одухотворяет некое начало, божественное, но это уже более светский вариант, мировая душа. И поэтому в каждом из нас есть частица этого одухотворяющего нас мир, духовного начала. И поэтому, например, музыка рок-н-ролла – это что такое? Это ритм той мировой души, которая оживляет всю нашу жизнь. Помните, есть такая песня «Московский бит»? Помните, как она написана, да? По тексту. Весь мир, вернее, там весь Советский Союз, он в едином порыве танцует бит. Весь. Это на самом деле американская идея. Вот эта мировая душа, она проникает в все объединяет, гармонизирует, и поэтому все движется в едином ритме. Одна из причин, одна из основ рок-н-ролла – это вот ощущение проникновения к этому ритму, который управляет всей Вселенной. Вот это такой музыкальный вариант популярной музыки, который восходит к идеям трансценденталистов. Так вот, у человека есть своя частица мировой души, которая связывает его с окружающим миром. Не совсем точно это переводится как совесть, но это некий внутренний голос. И поэтому человек в своей жизни должен руководствоваться именно этим голосом. А для этого он должен противопоставить себя окружающему миру. Ну как я объясняю студентам? Если молодой человек идет учиться на юриста, потому что юристы зарабатывают много денег, он поступает неправильно, потому что он следует миру целесообразности. А если он идет учиться на юриста, потому что это ему нравится, то он поступает правильно. Внешне
поступок может выглядеть одинаково. Главное, как он внутренним, каким внутренним содержанием его наполнен. Да. А у меня вопрос, как у человека, который живет в Европе, а не в Америке, а если этого требует кровь и почва, то куда он идет? Ну, то есть, потому что так по крови положено туда идти. Кровь и почва – это вот то же самое целесообразно. Это внешне. Это внешне. Аксель Джорда говорит, я приехал из Германии в Америку. Поэтому я, немец по происхождению, приехавший в Америку, ненавижу Германию. Почему? Он уехал из Германии после Первой мировой войны и говорит, здесь меня хотя бы не хотят убить. Понятно? Вот то, что вы сказали, это вот те самые внешние силы по отношению к человеку. Вот. Если они не переведены в внутренний план. А если они переведены в внутренний план, то они уже становятся голосом внутри. То есть если духовная общность вот с этим кровью и почвой, тогда он поступает правильно. А когда его механически... Ну, опять-таки, роман «Богач и бедняк» начинается с того, что семья Джордахов живет в Америке 1945 года. Америка победила, окончание войны, праздник в стране у нации отдельно, семья Джордахов отдельно. Они не ощущают этот праздник своим. Да, то есть эмоционально они его не переживают, в их внутренний план это не переведено. Это философское обоснование индивидуализма, и поэтому у нас в романе хулиганистый брат Том часто вызывает зависть у более правильного мальчика Рудольфа. По какой причине? Потому что Рудольфу постоянно кажется, что он живет не своей жизнью. И он завидует Тому, который живет своей жизнью. А почему своя жизнь Тома приводит постоянно к хулиганским поступкам? А потому что, когда человек выходит за рамки целесообразности, он, естественно, вступает в конфликт с рамками, которые на него пытается наложить общество. Поэтому он становится правонарушителем, а потом преступником. Но потому что следует своим мотивам, своим чувствам, своим эмоциям. И последнее, четвертый компонент, лежащий в основе американской мечты. Вот. Это карта Америки. Как изменялась территория Америки в течение 19 столетия. Кто знает, сколько звезд на американском флаге? 50. А полос? 13. Почему полос 13? Первый штат. Первые 13. Совершенно верно. Изначально звезд и полос на флаге было одинаковое число. То есть штатов было 13, это вот полоса вдоль Атлантического побережья. И в течение всего 19 века Америка ведет экспансию с востока на запад. По-английски запад West. Поэтому фильмы про ковбоев называются вестерн. В английском, в Америке было два слова для обозначения границы. Вот. Boundary – это границы, которые определены соглашением между государствами, например, между США и Мексикой. Вот эта граница. Или с Канадой. А второе слово французского происхождения – фронтая или фронтир. Это некая серая зона освоенной территории. То есть граница между цивилизацией и дикой природой, которая постоянно движется с востока на запад. Ну, ковбои у нас обычно находятся где-то вот здесь. Это так называемый Дикий Запад или Дальний Запад. К западу от Миссисипи называется территория Средний Запад. Вот. То есть это то пространство, которое находится на стыке, промежуточное состояние между дикой природой и цивилизацией. Поэтому там нет больниц, там нет школ, там нет полиции, там нет тюрем. И там человеку приходится рассчитывать только на кого? На самого себя. И где человеку постоянно приходится выживать.
Отсюда у нас грубое насилие, которое присутствует в произведениях Ирвина Шоу. Потому что Фронтир выработал вот такой тип мужского поведения. И отсюда американская культура очень маскулинная, это культура мужская. Фронтир — это, понятное дело, пространство, где было на 10 мужчин, 1 женщина. Поэтому это мужской тип поведения, такой перекос, характерный для Америки. И поэтому очень подозрительное отношение к женщинам. Первое произведение, с которого начинается американская литература, Рип ван Винкель, рассказывает о человеке по имени Рип ван Винкель, который очень любит ходить с ружьем по окрестным лесам, потому что дома его постоянно пилит жена. И поэтому он предпочитает лишнюю ночь провести в дремучем лесу, ну где что, холодно, сыро и хищные звери, да? Все одно спокойнее, комфортнее, чем в спальне со своей женой. Вот для Америки это первое произведение, с которого начинается американская культура. И поэтому я говорил, да, для Ирвина Шоу тоже характерно. У нас очень часто отрицательными персонажами становятся женщины. Вот. Есть исключения, но, повторяю, на одну хорошую женщину, как правило, 3 или 4. Ну и женщина — это слабость. Да? Я показывал качество, женщина — это проявление слабости. А слабость — это способ тобой манипулировать. А если тобой манипулируют, ты проигрываешь в этих жестких экстремальных условиях на Диком Западе. Вот. Фронтир считается одним из источников, составляющих американского характера. И вот в 1893 году американский философ Тернер написал такую фундаментальную работу, в которой сказал: без фронтира Америки бы не было. Вот это 4 составляющих американской мечты. И теперь про 2 романа, в которых американская мечта представлена и где реализованы эти мотивы и эти ценности. Итак, в романе «Ночной портье» 2 главных персонажа. Дуглас Граймс — это тот самый списанный летчик, который потерял возможность летать. И по ходу развития сюжета он встречает соблазнителя Майлса Фабиана. История Дугласа Граймса, можно описать формулой историю. Порядочный человек в непорядочных обстоятельствах. Или классическая история успеха в неклассических обстоятельствах. Дуглас Граймс работал ночным портье в гостинице, и как-то он смог завладеть, не совсем честно, но без жертв, с его стороны, по крайней мере, большой суммой – $100 000. $100 000 в 1975 году – это не $100 000 в 2025 году. Это гигантский деньги. И дальше роман рассказывает о том, как же должен себя вести порядочный человек, завладевший не совсем честно такой большой суммой. Поступать морально в современной ситуации, в современных обстоятельствах нельзя. Цитата из диалога Фабиана и Граймса. Господи, как это аморально, а я-то надеялся, что вы не употребите это слово. Да, отель Святой Августин – это тот отель, где он работал в ночном портье. Дальше он говорит, насколько аморально поступил Дуглас Граймс, когда присвоил себе деньги. А потом Фабиан, который после этого присвоил деньги Дугласа Граймса, тоже поступил аморально. Итак, смотрите, цепочка, да? Аморально присвоенные деньги, аморально присваивает другой человек. Потом в конце романа выяснится, что первоначальный хозяин этих денег тоже получил их не совсем честно. Там не уточняется как, но деньги тоже были грязными. Вот. Итак, вы украли ворованные деньги. Честно ли будет вернуть ворованные деньги вору, если он их тоже украл? Что такое вообще поступить честно в этих обстоятельствах?
Продолжается фраза, продолжается диалог, беседа. Мораль неделима, это не праздничный пирог. Давайте посмотрим в глаза правде, Дуглас. Это и так. Ну там у них предыдущий эпизод упоминается с одним вором картин. То есть мы живем в мире, где четких границ между добром и злом не существует. Что должен делать порядочный, честный человек, если он живет в мире, где нет грани между добром и злом? То есть где нет правил, которые бы говорили, вот так поступать правильно, а вот так поступать неправильно. Как вы думаете, как в этой ситуации поступают американцы? И Ирвин Шоу описывает такого американца в своем романе. Что нужно делать, как мы определяем, правильно поступаем или неправильно, в условиях, когда у нас нет критериев, которые бы сказали, вот так правильно, так неправильно. Свою пользу. А что такое своя польза? Выгода. Так. А в чем выгода заключается? В деньгах В том, что эти деньги спорные ты потратишь так, чтобы стать приличным членом общества. Вот, правильно. Смотрите, вы решаете, как поступить правильно, исходя из того, как вы дальше будете с этим поступать. Я деньги присвою, но я эти деньги использую так-то, так-то и так-то. Понятно, да? И вот чем дольше эта цепочка, тем правильнее мы поступим. Например, я получу деньги, я на них сниму фильм выйдет в прокат, он станет шедевром, и он принесет мне большую прибыль. И я получу еще больше денег. А на эти деньги я сниму еще фильмы, которые принесут мне еще больше. Понятно? Да. А благотворительность, она вписывается в этот список? Ну, у Ирвина Шоу ее нет. Благотворительность, сейчас скажу очень жестокую вещь, и вы будете по-другому оценивать ролики, которые видите по телевизору, да, призывающие благотворительность. Благотворительность – это такая же американская штука, как и ЕГЭ. Для американцев благотворительность – это такой санитарный кордон, который вас отделяет от неудачников. То есть вы как бы откупаетесь от тех людей, которым не повезло, чтобы не оказаться на их месте. Вот так американцы трактуют. Не то, что вы боитесь, что вы окажетесь на их месте, чтобы не оказаться на их месте, вы от них откупаетесь. И поэтому благотворительностью должны заниматься специально обученные люди. Но это как бы выделенные деньги, они никак не помогают обелить ту часть денег, которая у вас осталась. Нет, вот у Ирвина Шоу это не так. Это наоборот слепой, потому что там какая цепочка. Если то, что вы сделали, позволяет вам совершить еще 2-3 действия потом, то это правильное действие. Если же вы что-то сделали, и после этого тупик, и вы больше ничего делать не можете, тогда это неправильное действие. Да, прагматическая мораль. Важно не то, как ты получил деньги, важно то, как ты им распорядился. Протестантский принцип. Если ты что-то делаешь, у тебя получается, и тебе везет, значит ты поступаешь правильно. Вот. Если ты наворованные деньги возвращаешь вору, все, на этом у тебя возможности действия дальнейшего заканчиваются. А вот если ты эти деньги пустил в оборот, и потом в конце вернул эти несчастные $100 000, когда у тебя уже $500 000, тогда ты поступил правильно. Вот это американский принцип. Если вы не знаете, что нужно делать так, нужно поступать так, чтобы у вас была возможность поступать дальше определенным образом. По этой причине не у Ирвина Шоу, а в американских боевиках, детективах зловещую роль играют роковые женщины. Как правило, блондинки, которые приходят к детективу со своим заказом. И соблазн, который возникает у сыщика, например, у Реймонда Чандлера, у Дэшел Хэмика, что под влиянием этой женщины он прекратит расследование. Вот там альтернатива идет. Сыщик остановится или будет действовать дальше.
И заслуга сыщика в том, что он, несмотря на то, что виновной оказывается та самая женщина, которая ему нравится, и которая, собственно говоря, и заказала это расследование, она в итоге оказывается виновной, он, тем не менее, доводит это расследование до конца. Вот. Это еще одна причина, почему американская культура с подозрением относится к женщине, потому что женщина расслабляет, и человек отказывается от дальнейших действий. Вот. Цитата из Фабиана. Сейчас нам надо забыть, откуда у нас деньги, нарастить на них капитал, это выделил я, чтобы видно было, с чего, чтобы не было видно, с чего начали. Да. Главное, что мы с ними сделаем. Если мы сделаем, у нас получится, значит мы по заслугам получили деньги. Потому что Бог не играет в кости. Если он по какой-то причине вам дал $1 миллион, и вы его не профукали, значит вы поступали, делали все правильно. Тут такая длинная цитата. Фабиан объясняет его отношение к деньгам. И он говорит: как я мог заметить, у кого деньги, те не становятся жертвами. У нас в мире все ужасно, вот эти три строчки описывают, да, как у нас все ужасно. Потом говорит, чтобы не стать жертвой в этом ужасном обществе, нужно иметь деньги. Ну, помните знаменитую фразу Скарлетт О'Хары в романе и книге? Я пойду на что угодно, но я никогда не буду голодать. Да? Вот все, что угодно, но бедно я не буду. Вот. Ну и отсюда название следующего романа «Богач-бедняк». Что угодно, только не быть бедняком. Вот. Бедняк подобен мышке, блуждающей в лабиринте, у него нет выхода. Деньги приносят свободу быть самим собой. А напоминаю, что такое быть самим собой, это означает, что вы занимаетесь тем, что приносит вам счастье. Вы обязательно что-то делаете. Соответственно, если вы получили деньги и ничего не делаете, то это неправильные деньги. А если деньги вас побудили что-то делать, чем-то заняться, бизнес, да, to be busy, быть занятым, действовать, тогда это правильные деньги. Тогда вы правильно поступаете. И выстраивается такая цепочка в романе «Ночной портье». Когда у героя появляются деньги, у него появляется возможность путешествовать, возможность приобщаться к красоте в виде красивых женщин. От женщин вообще отбоя нет. Он не знает даже, куда от них деваться. Начинает интересоваться произведением искусства, живописью. И как вложение капитала, и как знаток и покровитель художника. Знаток живописи современной и покровитель искусства. И свобода. Свобода, которую дают деньги. Вот. Ну и в конце выясняется, что то, что они деньги себе присвоили, это было даже не преступлением, а актом благодеяния по отношению к первоначальным собственникам этих денег. Там человек, который в конце приходит за этими 100 тысячами, он объясняет, что так, что он даже оказал им услугу тем, что украл эти деньги. По сюжету очень похож на рассказ Марка Твена «Банковый билет, миллион фунтов стерлингов». Вот, вы можете почитать, как там, что происходит с человеком, который получает просто так от случайных людей, проходя по улице, купюру в 1 миллион фунтов стерлингов. Вот как он поступил и почему поступил правильно с точки зрения американских ценностей, американской мечты. Богач-бедняк. 3 главных героя, 2 брата и сестра. Дети в семье иммигранта, второе поколение, которое приехало из Германии. Это Рудольф Джордах, тот самый правильный молодой человек, который очень целеустремлен и стремится к материальному успеху. Карьерист. Money oriented, как написано в рецензиях на этот роман. Том Джордах – это стереотип фронтирсмена, то есть того самого обитателя пространства
промежуточного между цивилизацией и дикой природой. И американская красотка Гретхен Жолтах, их сестра. Если «Ночной портье» – это рассказ об успехе, то, забегая вперед, роман «Богач-бедняк» – это рассказ о неудачниках. В чем проблема Рудольфа Жолтаха? Он пытается жить не своей жизнью, пытается соответствовать той маске приличного человека, которая его подлинной сущности не соответствует. Вот. В начале романа даже его обычай утром и вечером целовать мать, а по воскресеньям ходить с ней на прогулки, тоже был продуман. Он делал это, чтобы вызывать у нее чувство благодарности и поддерживать впечатление о себе, как о заботливом, любящем сыне. Смотрите, поддерживать впечатление о себе. Имидж. Имидж важнее, и имидж никак не соответствует подлинной сущности человека. В нем жило два человека. О существовании одного знал только он, а другого видели все. Вот это раздвоенность. Женится он на девушке, которая очень любила его фотографировать. Почему она любила его фотографировать? Потому что он был симпатичный молодой человек, во-первых, а во-вторых, потому что он очень хорошо получал самих фотографий, ее фотографий. Понятно, да? То есть внешняя привлекательность. Ему нравилось, что его фотографируют, ему нравились фотографии, которые он получал от них. Поэтому вот этот источник внешней привлекательности самого себя, его тоже привлекает. В итоге жена у него спивается. Почему она спивается, можете догадаться? Совершенно верно. Потому что у него двойная жизнь. У него двойная жизнь. Жизнь на показ, где его жена должна играть вот ту любящую мать, красавицу, которая показана на картинках. А на самом деле внутри отношений нет эмоциональных. То, что показано в романе, рассказано в «Круге света». Да, ему очень изо всех сил приходится притворяться, что у него в семье все хорошо. И в итоге это вот внутреннее напряжение внутри семьи жена снимает с помощью алкоголя. В итоге из-за того, что она была, во-первых, пьяной, во-вторых, голой, ее сфотографировали в определенной ситуации. Эта фотография была напечатана в газетах. И дальше цепочка такая. Увеличенную копию фотографии голой жены Рудольфа Жолтаха вывесили студенты, протестующие в кампусе, в университетском городке. И когда Рудольф Жолтах увидел эту фотографию, а он был мэром этого города и руководителем попечительского совета этого университета, он приказал полиции применять слезоточивый газ. В итоге произошел несчастный случай, пострадал молодой человек, он остался слепым на всю жизнь. В общем, таким образом, видите, да, как у мужчины была разрушена жизнь через неподобающее поведение его жены. Но при этом обратите внимание, что речь идет именно о фотографиях, о том, что видно снаружи, о том, что видно извне, то, что не соответствует внутренней сущности. Вот из-за этой разницы, зазоря между тем, что есть на самом деле, и тем, что впечатлением, которое мы пытаемся произвести, и терпит крах личная жизнь Рудольфа Жолтаха. Том Джордах. Том Джордах – это образец фронтирсмена, физически сильный человек, как и его отец Аксель. И поэтому он занимается тем, что постоянно нарушает правила приличия. Он постоянный правонарушитель. Почему? Потому что фронтир – это пространство, где закона еще нет, и поэтому главный полицейский – это кольт. У кого кольт, тот и прав. Здесь правила устанавливают сами участники
отношений. Поэтому он, с другой стороны, может себе позволить жить той самой настоящей жизнью, которой лишен любви. Но когда он пытается жить такой настоящей жизнью, он обязательно вступает в конфликт с правилами, в первую очередь с правилами семейной жизни. Вот это очень антисемейный человек, но опять-таки даже по началу сериала «Богач-бедняк» это видно, да, что он проблемный ребенок в семье. Потому что свободный, потому что он живет по своим правилам. А причиной его смерти становится совершенное им убийство. В общем, там длинная история, но суть в том, что Том Джордах совершил убийство, в котором он потом все время раскаивается. И поэтому в другой ситуации, когда ему нужно было убить негодяя, он его пожалел, в итоге негодяй ему отомстил, и в итоге Том был убит. Причем сам Том принимает эту смерть как нечто заслуженное. Гретхен Джордах. Она красивая девушка. Поэтому, чтобы добиться материального успеха, нужно эту красоту правильно реализовать. Поэтому она в течение романа занимается торговлей своей красотой. Как и в самом вульгарном смысле этого слова, она вступает в связь с богачом Теодором Бойлоном, так и в более социально приемлемом варианте. Вот. Она пытается быть актрисой, правда не очень удачливой. У нее такая роль показательная. Она в спектакле несколько раз проходит молча по сцене в купальнике. Это роль без слов. То есть она опять-таки показывает на сцене и торгует на сцене вот этой внешней привлекательностью. Она воплощает такую женственность по замыслу режиссера. Вот она стала воплощением такой молчащей женственности. Ну, потом ее жизнь оказывается связана с кино. В общем, вот эта красота женщины, женская красота в романе оказывается связана с миром искусства. Эстетизация успеха. Эпизодические персонажи. Теодор Бойлон – это такая фаустианская фигура, так же, как Манс Фабиан в «Ночном портье». Он соблазняет. Он соблазняет сначала Гретхен, потом этот соблазн раскрывает Том, потом он соблазняет Рудольфа. И он связывает членов семьи Джордахов тем, что обеспечивает их ресурсами, то есть как в сделке с Фаустом Мефистофель дает возможность реализовать свои желания доктору Фаусту. И здесь Бойлон обеспечивает возможность Джордахов реализовать свои права. Он выступает в роли такого соблазнителя, который в обмен на это берет невинность, да, этих своих партнеров по сделке. Аксель Джордах – это отец Тома, Гретхен и Рудольфа. Домашний тиран, вот, немецкого происхождения, очень суровый по отношению к своей жене, не менее суровый по отношению к своим детям. Не давая лапать солдатам, у нас средств для постройки детской нет, да, говорит он в экранизации. Люди погибают постоянно, если я буду давать деньги на каждого погибшего, я буду лежать в гробу в трусах. Вот. То есть очень жесткий человек, нацелен на материальный успех. Вот. И отношение к нему сыновей. Это на самом деле опять-таки религиозный сюжет, притча о блуднице. Мечта всех детей, всех 3 детей, сбежать из этого дома. И вот у них начинается настоящая жизнь тогда, когда они этот дом покидают. Опять-таки, блудный сын. Непутевый Том получает $5000, которые предназначались хорошему сыну Рудольфу, так же, как в притче о блудном сыне, лучшего, равного, да,
зарезали, когда блудный сын вернулся обратно в семью. И ему старший сын говорит: как же так? Я здесь живу постоянно, я тебе помогаю, работаю, а ты никогда меня так не угощал. Вот. Блудные сыновья получают более сладкие куски. И булочки, о которых я упоминалось во фрагменте в начале моего сегодняшнего выступления, они, как мне кажется, это вот моя версия, то, что Аксель Джурдах занимается именно изготовлением булочек, это отсылка к известному примеру из трактата Адама Смита о происхождении богатства. Да. Вот Адам Смит говорит, что движущей силой экономики, экономического развития, богатства народов является эгоизм. Люди работают, потому что они эгоисты. И он приводит пример. Когда человек хочет заработать деньги, он печет булочки для покупателей. Но если он хочет заработать много денег и получить как можно больше денег от этих покупателей, он вынужден печь очень вкусные булочки. Чем вкуснее будут булочки, тем больше будет спрос, тем больше будет денег у этого пекаря. Да. Его не интересует благо тех покупателей, которым он предлагает булочки. Его интересует только свой карман. Но, говорит Адам Смит, экономический механизм устроен так, что он вынужден любить своих клиентов, делать для них как можно более качественную продукцию. А здесь, скорее всего, вот эта ситуация деконструируется. А что если положить отраву в какую-то из этих булочек? Помните, я обратил ваше внимание на то, что не какому-то конкретному человеку он хочет подсунуть отравленную булочку, да, а кому-то из них, кому достанется, ради смеха. То есть он как Том пытается сломать тот шаблон, который Адам Смит нарисовал. Если ты пекарь, ты должен думать о покупателях. И подводим итог. Если в «Ночном портье» у главного героя все настолько замечательно, что даже не верится, то сюжет романа «Богач-бедняк» строится на том, что когда у героев вот-вот уже налаживается нормальная благополучная жизнь, происходит какое-то роковое событие, которое полностью ломает это благополучие. Ну, пример, который я уже приводил. Рудольф Джордах увидел вывешенную фотографию своей голой жены, и когда разогнали студентов, он говорит своему начальнику полиции, по-моему, говорит: видимо, с этого дня я больше не мэр. Тот говорит: совершенно верно. За один день он сломал ту политическую карьеру, к которой он шел несколько лет до этого. О Гретхен Джордах. Прекрасный муж, правда, второй. Все замечательно. Но он гоняет как сумасшедший на машине и разбивается. Страховые компании не любил, поэтому Гретхен ничего не получает, никакой страховки нет. И ее благополучная семейная жизнь разрушается вдребезги. Внезапно. И самое досадное у нас происходит с Томом Джордахом. Том Джордах по всем законам жанра нашел наконец свою любовь. Занялся своим прекрасным делом. Вот. Яхта, у него море, яхта, жена. Все прекрасно, все замечательно. И вот когда уже все, казалось бы, надо пожить, происходят роковые события, чудовищные события, из-за которых он погибает. Погибает вот на взлете своей благополучной жизни, на самой вершине своей благополучной жизни. И в конце его кремируют, и прах рассеивают в море, к которому он так стремился. Почему это произошло? Потому что название романа «Богач-бедняк». С точки зрения Ирвина Шоу,
категория богач-бедняк – это не то, сколько у вас денег на банковском счете. Это не то, сколько у вас денег в кармане. Богач-бедняк – это ваша судьба. И поэтому, что бы вы ни делали, если вы не относитесь к категории избранных, то судьба вас обязательно когда-нибудь подведет. Она обязательно вас когда-нибудь накажет. Если вам не везет, то не везет в конечном итоге. И поэтому богач-бедняк – это как раз рассказ о том, как люди не могут выбраться вот из этой цепи неудач. Что же касается американской мечты, то обычно этот сюжет трактуется так. Люди оказываются в плену не настоящих ценностей, не настоящих маяков, да, ориентиров, к которым они стремятся, обманных ориентиров. И поэтому растрачивают свою жизнь по пустякам. Но, по-моему, по отношению к роману «Богач и бедняк» это не совсем справедливо, потому что Томас Джордах, он все-таки занимался тем, что хотел, он должен был достичь счастья, но у него не получилось. Не получилось, потому что греховная составляющая в человеке, на его примере, отнесла его к неудачникам, и в итоге он счастья так и не достиг. Вот, на этом мы сегодня заканчиваем. Спасибо. Скажите, пожалуйста, Да. а вот в 21 веке, прямо сейчас, в наше десятилетие, вот это видение американской мечты, о которой мы вот в произведении Хирвина говорили, оно есть в какой-то литературе или в кино? Вот именно то, как это выглядит. Дело в том, что вот все, то, что я говорил, это можно отнести к подавляющему большинству произведений американской литературы, в том числе современной. Ну вот, например, один из последних романов, который я читал, вот, он где-то в 3 раза толще. Вот это. Называется он в русском переводе «Поправки», «Corrections», Джонатан Фрейзер. Он фактически об том же самом. Там происходит действие в современную эпоху, это конец 90-х, до терактов 11 сентября, вот самый конец, начало тысячелетия. Но там абсолютно те же проблемы. Антураж другой, технологии другие, уже есть компьютер, есть интернет, но система ценностей, мировоззрения, поступки людей точно соответствуют вот этим мотивам, о которых я сегодня рассказывал. Потому что они настолько укоренены в американской культуре, что писатели обязательно их воспроизводят. Более того, по моим ощущениям, американская литература, она где-то с конца 90-х годов совершает такой консервативный поворот, и поэтому она становится еще более традиционной по ценностям, на которых она строится, что там, да, это характерно для современной литературы тоже.